Всем привет! Перед тем, как начнется очередная серия, я хочу показать свою обновку. Ребят, смотрите, во что я одет. Это термобелье. В костюме входит еще кальсон. Термобелье называется Барьер 1 первого слоя. Заказывал я это в интернет-магазине КМ78. Там очень большой выбор. И для зимы, для лета и демисезонные костюмы. Кроме этого есть снаряжение, шапки, обувь, все. Рюкзаки, все для туризма, походов. Так что переходите по ссылке и присматривайтесь, заказывайте. А если вы уже будете заказывать, обязательно назовите промокод «Природа», где вам сделают хорошую скидку. Так что переходите по ссылке и заказывайте. Вот тот заезд на Евроизбу. За этими деревьями там избушка. Мы пойдем дальше. Примерно идти, не больше часа. Потом уже буду переходить речку и идти по другому берегу. На мне сейчас примерно 10 килограмм груза. Это резиновая лодка, ПВХ. Блин, по привычке всегда говорю резиновая лодка, но материал-то из ПВХ. И как же этот ПВХ, потом я сказал лодка, и там топор, полторашка воды, примерно десяток килограмм наберется. Идти тут хорошо. И это не по болоту тащиться. Конечно, вон как все зарастает дорога. И раньше я бы до сюда не доехал. Потому что тут ездили на вездеходе ЗИЛ людей, как сказать, возили. Ну и по осени еще вывозили сено. И такие колеи тут были. Но вот время берет свое. Как бы с годами вот эта колея равняется, сравнялась уже. Тут справа озеро. Но отвлекаться на озеро не стану. Идем дальше. Хочется, конечно, каждое озеро проверить. Там выводка уток есть, нету, там посмотреть. Но надо идти. Я уже прошел мимо 3 озер. И скажу вам, нигде ни одной утки. А откуда утки? Утки будут возьмутся, если весной их даже не было. Так что не густо у нас в этом году с утками даже. Взял спиннинг и ведро. Ну, ведро я сразу с собой туда в тайгу возьму, а может морожку там соберу, кто его знает. За шишками иду, может шишек вообще нету. Ну, надо проверить. Если что, там одно из двух, может где-то и морожку найдем. Если нет, на обратном пути я буду сплавляться и покидаю спиннинг. Блесну взял. Мипс, 2 номер. Ну, чтобы хариуса, может, если удастся поймать. На щуку я не рассчитываю. Тулан даже, блин, что-то вяло ходит. Попадаются и такие участки. Дикая малина. Травы очень много. Блин, с моего роста. Это да. Ребят, смотрите. Вот я иду. Какой высоты трава. О.
Иван-чай это, наверное. Иван-чай еще не цветет. Вот так вот. Продраюсь к реке. Так, ребят, я у реки все дошел наконец-то. Будем переходить. Веревку сделал, поставил. Вот так. Ну вот, один отсек я надул. Смотрите, воздух не выходит. Спасибо подписчикам своим за ваши советы. Я не знал. Оказывается, вот это, надеюсь, видно, действительно он выкручивается. О, вышло. Все, в таком виде он, получается, воздух не выходит. А воздух вытравить там надо открутить. Спасибо вам, ребят. Я не знал, просто не знал. Первый раз, когда надувал там, знаете, вытаскиваю шланг, и воздух сразу выходит. А все элементарно просто. Смотрите, как смотрит. Смотрите, откручиваю. Все. Вообще не выходит. Вот, блин. Это же вообще хорошо. Если бы мне подсказали, я бы мучался там. И просто я не догадывался. Вот так. Все. Лодка готова. Элементарно просто там 2 минуты уходит на то, чтобы накачать воздух. И, как сказать... И, ребят, эту лодку я покупал лодкой России. Не русская лодка, как я в прошлый раз говорил. Это я какая-то, вот, знаете, слово паразит у меня был какой-то. Это лодка России. Сайт был там, где я заказывал. Так. Ладно, сейчас я буду переходить. Еще сиденье. Вот здесь поставлю, как тоже подписчики мне сказали. Все окей. Больше не нужна мне лодка. Вполне достаточно этот. Весло одну взял тоже сегодня. Так, ну и это поставим. Вот тут, наверное, надо ставить. Все, окей. Все, короче, я перехожу речку. Так, лодку пока тут оставлю. Все, лишний груз не буду брать. Лак, туда. Переплывает. Хорошо. Вот тут, ребят, уже начинается дикая тайга. Все. Здесь уже опасность. Звери. Всяко разное может быть. Надо достать топор. Так как я немножко боюсь медведей, топор в руках это
как-то на душе легче, безопаснее, что ли. Конечно, ни хрена я не смогу с этим топором сделать, сопротивляться, но все равно шум хоть издать. Тулан пока ведет себя спокойно. Да, и вроде медведи сейчас пока возле рек. Возле рек они сейчас пока. Но все равно где-то минимум полкилометра. Просто в холостую придется так идти мне. И там уже начнется кедрачи, где у нас мало где встретишь этих кедров, но когда ты годами ходишь по тайге, уже начинаешь понимать, где что растет, где какое дерево. Вот, я именно иду туда, где они растут, эти кедры. А вот есть или нету эти шишки, не знаю. Иду без навигатора по солнцу. Солнце светит, для ориентира хорошо. Ребята, на самой макушке. Только на самой макушке, вот тоже кедр. Вон там вижу несколько шишек. Дерево очень толстое, высокое. И здесь это нереально как-то. Да, высокие деревья. Ух. На самой верхушке только. И все. Прилично уже прошел. Тут сырое место. Вижу тут, как сказать, листья от морожки, кустики. Ягод нету. Хотя ведро тоже взял. Вон они. На самой верхушке несколько штук и все. В принципе, деревья-то есть. Фу. Да. Не знаю, как потом доставать их. Даже представления не имею. Молоток такой, тук, сделай, что ли. Как в Ютубе показывают. В Сибири как собирают. Рябчик. Рябчик взлетел один. Почему один? Вон морожка. Так. Ладно, идем дальше. Здоровые деревья, блин, тут. Так. Вон, смотри, какое дерево. Там на самой верхушке только вот. Опа. Там тоже есть. Фу. Так. Ну не скажу, что много их. Фу. Комаров-то сколько тут. Вообще жесть. Ой. Так. Только смотрю на них и все. Ничего делать не могу.
Деревья, оказывается, тут очень высокие. Ну и морожка на подходе, вон она. Спелая она вообще. Короче, гигабайты сжигать не стану. Поброжу еще. Фу. О, глухарь прошел. Тут глухарь прошел. Следы глухаря. Морожку тоже ест, наверное. Питается. Ну да. Морожкой питаются вообще сейчас. Тут видно, как собирала она. Лисы, глухари, медведи, все на морожке сейчас. Фу. Вон он, ребят. Очень много приходится ходить. Такие полшишки нахожу. А этот вообще какой-то весь мятый, отсырел. Вот так. Семена, вот они. Возьмем. Так внимательно, не спеша смотрю, хожу. Вон там тоже дерево. Ну, вот смотрите, где-то полчаса, не меньше уже иду. Десяток шишек еще не набрал. Такое большое дерево, вон, смотрите, и пусто. Там на верхушке только, скажем, несколько вот тоже изгрызли все. Конкурентов много. Это белки, бурундуки, медведи, все эти выпавшие шишки тоже уже на земле грызут. А вот эти кедровки, они там клюют, и остатки падают шишек. Вот так. Вон там тоже дерево хорошее. Ну, в принципе, дерево-то попадает. Это не так близко от избы, вообще в стороне. Будем искать тут. Тут тоже пусто. Ой, блин. Пусто, не густо. Такое огромное дерево, и ни одной шишки не подарило мне. Может, шишек нету там. Наконец-то, ребят. Вот это я прошел. И вроде ничего так. Не мелкие. Остатки, конечно, но, ребят, поверьте, сейчас столько уже я прошел. Все пустые. Под деревом нигде ничего не находил. Наконец-то вот тут хоть что-то лучше, чем ничего. Местами попадались, но уже просто эти шишки, белки или еще какие-то зверьки
Объели, съели. Пустые. Да. Не густо, конечно. Я думал, рассчитывал, что больше будет. Залезть невозможно. Другого варианта у меня нету. Только так. Только так. Как грибы собираю, блин. Местами морожка попадает. Но уже здесь вот как-то переспелая она. Черника есть. Морожка очень так вот попадет такая куча. И потом опять пусто. Пихтачи-то есть. Не пихтачи, а кедры-то есть тут. Фу. И шишки там видны. Может, рано еще. Вот это мощь, ребят. Вот это дерево так дерево. Поверьте, это очень большое дерево. Вон там зарубок. Сотни лет назад кто-то что-то делал вон зарубки. Нифига себе. Сейчас я встану. Для сравнения, вот. Мощь. Очень большое. И вот, блин. Сколько времени прошло, вот зарубка остались. Сколько чего только не видела это дерево. Ой-ой-ой, вот это да. Вот это да. Такой толщины деревья редко увидишь на пилораме. Мощь. Сейчас вырубают все. Вот такие. Да. Вон там тоже он в зарубках. Рубили почему-то. Да, следы топора. Это сколько лет прошло уже? Ё-моё. Кто тут был? Это же интересно узнать. Какой охотник тут охотился. Фу. Так, ладно. Правее надо идти на солнце. Тут лес сгущается и уже кедрачей тут практически нету. Основной кедровые места уже я прошел. Будем возвращаться. Тулан кого-то облаял. Белку или куницу. Хотя куницу еще ни разу он не лаял. А вон он. Вижу его. Давайте сходим. Недалеко он. Может, рябчик. Фу. Не, наверное, какой-то зверек. Стоит на дереве. Юхтит что-то там. Перестал лаять. Все. 2 раза тявкнул и перестало. Там тоже дерево такое мощное. Тоже кедра. Вот это дерево так дерево тоже. С дуплом, наверное, там еще. Не знаю, кого он там облаял. Очень даже может быть, что тут куница. Смотрите, какое дерево.
хрен увидишь тут кого. Вот этот сухостой там лежит на большом дереве. Он, наверное, с дуплом. Не знаю, ребят. Кто-то тут есть. Просто так он не облаял. Хрен пойми, ребят. А на дупло тут. Там она живет эта куница. Так, ладно, сейчас. О, смотри, джекпот у меня, ребят. Вон он. Раз, два, три. 3 штуки нашел. Это да, повезло. Опа. 3 штуки нашел. 4. Тоже немного небольшой. 5 там, наверное, тут пустой. Тут все уже пустой. 4 некрупных. Тоже пустой. Ну, она тут куница и живет. Грызет. Ух ты, дерево такое огромное. Хрен вытащишь ее оттуда. Ну, в принципе, не зря подходили. Нашел пару штук. Вот еще один. Видите, целый. Тоже целый, вон он. Еще он. Тут пустой. Он в стороне может быть даже. Он отлетает, скажем, ветка за веткой, когда падает, откидывает в сторону. Фух. Так, вот тоже тут. Вон. Изгрызли. Шишка падает и сразу грызут его. Вон они. Опаздываем. Звери кормятся. Зверьки. Зверьки. Вот еще один. О, почти целый. О, красивый такой. Цвет такой. Чуть-чуть голубоватый. Оттенок такой. Вообще красивый. Это совсем уже от толстого дерева. А, вон, смотри, еще один. Но это пустой. Это пустой. Вот когда так находишь, как-то интерес проявляется. А вот когда, блядь, сейчас знаете, сколько я прошел холостую, уже настроение вообще ноль. Вот это да, ребят. Это тоже, смотрите, целый. Вон он. На свет как-то показать. О, обалдеть. Вот так. Четко. Я наелся морожки это и чернику уже закидываю.
кусты очень высокие. И знаете, вот ягоду сразу шишки сразу не заметишь, если есть они. Ну вот одна штука только была еще. Хотя дерево хорошее тут. Большое. Тулан опять кого-то лает. Какой-то интересный звук я услышал, но не понял. Не то птица, не то фиг знает кто. Уже высокие елки там. Ух, наелся я этой морожки. Все попадают и попадают они. Спелые, блин. Крупные. Чем дальше идешь, тем больше ягода. Опять целая. Такая мини-шишка. Не крупный, как обычно бывает, а именно вот какой-то вот средненький, хорошенький, как боровик. Как боровик. Неужели это олень? Это олень, наверное, ребят. Потому что я такой интересный звук услышал, когда они уходят, так и издают. Сейчас схожу. Опять перестал лаять. Уверен, это олень, ребят. Еще там. Возвращается. Не знаю, ребят. Кого-то он четко облаял. Похоже на оленя, а может ошибаюсь. Но звук, который я услышал, вот, он как-то вот нет, они, когда вот они уходят, все, этот такой звук издают. И вот как будто вот тот звук я услышал, но сразу не понял. Ни хруста, ничего не услышал. На Тулан сразу же вернулся, что-то недалеко ушел. Да и жара, наверное, лень ему вообще бегать. Опять целая шишка. Повезло. В этом дереве видно шишек. Несколько штук там на вершинке. Не достать их. Хорошо. Но только один. Не такое большое дерево. Да, больше нету. Опять учуял кого-то.
Ну вот, ребят, я сел немножко отдохнуть. Полпути прошел по тайге зигзагами, где-то километра 1,5. И сейчас обратно буду также зигзагами от одного дерева к другому так ходить, искать. Вот столько я набрал за этот путь. Хорошие. Есть вот такие. Смотрите. Вообще огонь. И бывает там еще вот такие они попадают. Но половина шишки еще нормально. Там, знаете, скажем, орехов десяток еще можно набрать. Уйди, Тулан, уйди. Вон. Здесь недалеко, как я понял, был олень. Наверное, один. Потому что без шума, без грохота. А когда стадо, вот скажем, 10 штук, они идут очень громко. Вот, это не лось и не медведь. Потому что я звук этот, я слышал, как чиркнет так он. Чирк, и газку они потом бегут. Пью минералку. Так, в принципе, пить не хочется. Я иду и ем этих морожек. Кругом эти морожки, вон они. Вон далеко ходить не надо. Вон они, ягоды. Тулан вообще с ума сходит. Там хоть сейчас нашел яму, где вода была. А так, как скажем, лес сухой, вообще сухой. Минут 10 так посижу. Ну и пойдем обратно. Чуть стороной пойду по другому месту. Вот сегодня жарко, второй день. Опять жара у нас, и овод опять появилась. Очень много комаров и этих, как сказать, мух. Мухи уже в августе это сезон для мух. Ну и уже конец июля, уже они тоже до черта их. В боровой птице только видел одного рябчика, больше ничего не видел. Вот. Ну, они, в принципе, сейчас они в таких труднодоступных местах, сырых, болотистых местах. Они пока там. В конце августа они уже оттуда начнут вылазить. Хорошо, что тут ельник и в тени можно там, ну, иду и в тени нахожусь. А так погода вообще жарит сегодня. Сейчас я пойду обратно, и надо еще сегодня сено убрать. Может, дождь потом будет. Вот так, ребят. Где-то 4 литра я набрал. Это хороший гостинец. Гостинец для нас, для нашей семьи. Потому что мои дети, в принципе, еще, можно сказать, мои сыновья, как сказать, таких диких орехов еще не пробовали. Ну, Денис, наверное, может быть, с Денисом мы один раз сходили и все. Никита ни разу не пробовал. Да, и жена Викторовна тоже не пробовала. Так что не зря мы сюда пришли. Очень далеко, конечно, идти, но не зря. Ладно, отдыхаю и пойдем обратно.